Детство – важнейший период человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. Эти слова великого педагога Василия Александровича Сухомлинского как нельзя лучше раскрывают основную цель работы педагога дополнительного образования. Воспитанники живут и развиваются самостоятельно, и педагогу их нужно направить, заинтересовать, вовлечь сердце. Значение дополнительного образования очень важно, так как максимально раскрывает возможности ребенка, воспитывает навыки к самообразованию, чтобы максимально реализовать свои творческие способности. В большинстве в системе дополнительного образования нашей республики работают люди, которые пришли в эту профессию по призванию, по зову сердца и души, которые сами обладают очень большими способностями творческими и которые передают очень умело и грамотно эти способности детям. На всероссийских конкурсах из Якутии с 1998 года всего успешно приняли участие, надо сказать, 7 педагогов. Так, из них 1 победитель был, 3 призеров, это призеры 2 и 3 степени. Так, кроме этого, 1 педагог удостаивался награждения золотой медали Международного фонда. Так, за работу с детьми номинация была. 1 педагог еще был рекомендован на распространение опыта работы по регионам России. Вот так успешно всегда принимали участие наши педагоги. 32 педагога дополнительного образования со всех концов республики представили свою деятельность по 5 номинациям. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство, художественное, научно-техническое, эколого-краеведческое, социально-педагогическое. Участвующие в конкурсе педагоги должны были защитить свои образовательные программы и провести открытые занятия. В течение 2 дней участники приложили немало усилий, чтобы показать свое педагогическое мастерство и талант на 4 этапах конкурса. Стоит отметить, что с каждым годом возрастает уровень мастерства педагогов дополнительного образования. Умение представить свою образовательную программу, провести открытое занятие для своих коллег, умение презентовать себя, свою деятельность педагогическую. И в этом смысле нынешний конкурс, можно отметить, что он стоит на ступеньку выше предыдущих конкурсов. Во время конкурса самая ответственная и кропотливая работа достается членам жюри. Они, скрупулезно рассмотрев все работы, должны выявить самых талантливых, творчески работающих педагогов дополнительного образования. Задачей конкурса является стимулирование творческой деятельности педагогов, их профессиональный рост, повышение престижа этой профессии. Поэтому от профессионализма и компетентности членов жюри очень многое зависит. Хочется, конечно же, отметить, поблагодарить членов жюри, которые откликнулись, несмотря на свою занятость, и приняли участие в работе, экспертной работе, оценки деятельности наших педагогов дополнительного образования. Это, конечно же, и наш Институт развития образования и повышения квалификации Алексеева Галина Ивановна. Это и педагогический институт нашего университета Северо-Восточного. Это и Намский педагогический колледж. Это и Вилюйский педагогический колледж, педагоги, преподаватели которых приняли участие тоже в работе нашего жюри. По итогам 4 этапов определились имена лучших педагогов дополнительного образования детей Республики Саха-Якутия. В номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество» первое место заняла Екатерина Дмитриевна Копырина, руководитель кружка «Уран-Тарбах» Лигойской средней школы у Салданского улуса. Изо он декоративно-перекладное творчество бастады. Осы ебеген тоғызке кытынды вот бастамын оло үйрі доғую улахана. В номинации «Художественная деятельность» первое место досталось руководителю детского объединения «Сахарга» детского подросткового центра из города Якутска Веронике Владимировне Цлепцовой. Вместе со мной участвовали очень хорошие, достойные педагоги. От них мы
друг от друга взяли очень много опыта, набрались. Все такие интересные уроки, программы, беседки, все интересно было. В номинации «Социально-педагогическая деятельность» первое место занял руководитель интеллектуального клуба «Ума Палата» из Дворца детского творчества города Якутска Олег Борисович Милюков. Мы усиленно готовились. Помимо этого конкурса у меня была работа, приходилось не досыпать. Я не был уверен, что мы сможем показать очень высокий результат, но нам это удалось. Это большая помощь нашей методической службы, в первую очередь, которые помогли мне и с программой, и с уроком доработать до республиканского уровня. Я надеюсь, что теперь у нас есть много времени, чтобы подготовиться к российскому конкурсу. В номинации «Научно-техническая деятельность» первое место досталось руководителю технического кружка «Уран» Центра детского творчества Нюрбинского улуса Егору Петровичу Мухину. Конкурс тен манна арас сертен калбеттер арас районтан на үчүгай багайы мин манна элбак опыты билдим элбак табарыстаннам диякпын багарабын онна курут манна конкурстарга өрүтүн элбак эдер үтчаты жараболлар көктөк булу биттиhanatым оннаттан кеги колобра манна опыт атастахырыгар онна элбагы билеригерте үчүгай конкурса биттиhanatым Инникитин дағанатты маннық конкурста бола тұрдынар, оннаттан кыйлақтар, саңатта хаңа аттар таққа тұрдынар дейхім маған. В номинации «Эколого-краеведческая деятельность» первое место заняла руководитель объединения «Юный краевед» детского центра Тюэльбе Мамского улуса Надежда Ивановна Семенова. Оттан биһиги сахабыт сиргер эби үрәхтәһен сайды билеген самай сайдан эрер бекендики сылларга ордук сайдан эрер диен белетибин онна өссө даганы эннеки сайдарыгар оттан үлелехек бүтүн нада онна оттан бир билдер бу манны күрәхтер билен турар педагогтары үннекиге кынаттыр балактар азыр стимулунан өсөрдөктүк үлелиндер он үлелергер кыхаллаллар оннан мен эдер ичет буманнык идаган идени бахалан ордук үйренекелергер багарабын үлели онна үйренекелергер багар эмети. Этот конкурс ежегодный, он будет продолжаться. И в следующем году тоже будет, надеюсь, что тоже будут новые лица, новые люди и будут показывать свое мастерство. Я надеюсь, что конкурс он окажет тоже свое влияние, свое воздействие, и лучшие из лучших будут выявляться и работать в системе дополнительного образования. Система вообще дополнительного образования на последние годы обретает все большую значимость, становится приоритетным. И в контексте государственных стандартов второго поколения, которые вот сейчас реализуются по России, развитие способностей детей, способностей ребенка, вот это проводится через систему дополнительного внешкольного занятий, дополнительного образования и внешкольных занятий. Поэтому надеюсь, что из года в год число мастеров, профессионалов своего дела в системе дополнительного образования будет обширяться и увеличиваться. В успешном проведении 10-го республиканского конкурса «Сердце отдаю детям» мы благодарны нашим спонсорам. Это Фонд развития гражданского общества «Точка опоры», президент фонда Штуру Вячеслав Анатольевич, Фонд содействия развитию науки, культуры и образования, это фонд нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева, исполнительный директор фонда Мучин Матвей Васильевич. Мы благодарны нашему комитету, Республиканскому комитету профсоюза работников образования, председатель Шипанская Нина Станиславовна. И также мы благодарны Международному детскому фонду «Дети Саха-Азии» и Комитету международных спортивных игр «Дети Азии». Победителям 5 номинаций от Министерства образования Республики Саха-Якутия были вручены сертификаты на прохождение курсов повышения квалификации в пределах Российской Федерации. А также перед победителями открывается возможность представить республику в финале всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» в городе Санкт-Петербург.
участники достойно справились с поставленной задачей. Они сумели показать не только свою профессиональную деятельность, не только уровень профессиональной деятельности, но они очень хорошо проявили, наверное, те качества, которые присущи именно педагогам дополнительного образования. А это и доброта, и гуманизм, любовь к детям. И самое главное, педагог дополнительного образования, он помогает ребенку стать успешным. И это, наверное, самое главное в жизни ребенка. И в этом и заключается роль педагога дополнительного образования. Из этих победителей 5 человек будут представлять нашу республику на всероссийском соревновании. Они сначала должны пройти заочный этап, то есть мы отправляем документы, портфолио на конкурсную комиссию. После отбора этих документов будет вызов приглашения на юбилейный конкурс уже всероссийский педагогов дополнительного образования в ноябре месяце в городе Санкт-Петербург. Мы уже знаем, где он будет, уже вывешено это. И получив вызов приглашения, мы уже будем готовить нашего конкурсанта к участию уже на всероссийском соревновании. Верно говорят, что человек своим трудом изменяет природу, а труд учителя тем ценен и прекрасен, что он формирует самого человека. Недаром во все века одной из самых уважаемых и почитаемых профессий был учитель. И кем бы ни стал в жизни человек, каждый с чувством благодарности вспоминает своего первого учителя, своих любимых учителей и свою школу. Конкурс «Сердце отдаю детям» стал настоящим праздником, площадкой для профессионального общения, обмена опытом. Педагоги познакомились с новыми идеями, посмотрели работы коллег, освоили новые учебные материалы и технологии. И теперь будут работать дальше, применяя полученные знания и готовиться к следующему конкурсу.